конечно, я должна сказать о том, что мы приехали сюда не просто так, а в связи с тем, что юбилей в больнице, 55 лет, это очень серьезный юбилей. Мы были 5 лет тому назад здесь же. И я хочу сказать, что при том, что мы выезжаем раз в месяц в каждую территорию, я имею в виду, что я как главный педиатр провожу экспертизу качества оказания медицинской помощи в нашем северо-западном федеральном округе, ежемесячно выезжая в ту или иную территорию. То вот всегда в Коми, и особенно в этом году, с учетом юбилея, я приехала с большой радостью и с таким сердцем совершенно легким. Потому что я с большим удовольствием хочу вам сообщить, вот Игорь Генрихович очень скромно говорил о Коми, а именно младенческая смертность, которая является интегральным показателем качества оказания медицинской помощи, самая низкая из всех территорий Северо-Западного федерального округа именно в Коми. И это не вдруг, это работа многолетняя врачей, команды, которые здесь работают, трудятся. Потому что это показатель на протяжении многих лет очень низкий. И можно сказать, что соревнуется с этим показателем по Санкт-Петербургу. Санкт-Петербург по всей России самый низкий показывает цифру младенческой смертности. И нужно сказать, что здесь очень много факторов действует для того, чтобы это случилось вот в таком позитивном варианте. Конечно, это и служба, которая оснащена, и самое главное, это команда. Вот мы считаем в Санкт-Петербурге, что здесь в Коми, в Сыктывкаре, в хорошем смысле продолжение нашей Санкт-Петербургской школы существует. Очень много выпускников и очень много сотрудников, которые прежде работали в санкт-петербургских, ленинградских учреждениях, работают здесь. Вы, посмотрев на стены этой замечательной выставки, можете увидеть Александра Ивановича Конева и Андрея Владимировича Кораблева, который руководит службой неонатальной. И многолетняя работа такой профессиональной команды дает эти результаты. Но в педиатрии особое вообще дело. Здесь очень важен дух, очень важна командная работа, очень важна атмосфера, которая создается. И вот я, приезжая сюда в Коми, всегда эту атмосферу ощущаю уже многие годы. И вот именно такое сотрудничество и такая преданность делу и педиатрии создают возможности для достижения таких замечательных результатов, о которых я с большим удовольствием говорю. Мы ежегодно привозим в школу из наших лучших специалистов санкт-петербургских. Причем школа у нас строится ежегодно в соответствии с теми потребностями, которые есть в территориях, в зависимости от теми ситуациями, не очень благоприятными, скажем, для конкретной нозологических таких форм и направлений. Мы видим, да, что в разных территориях разные проблемы. Где-то с выхаживанием недоношенных детей есть не очень благоприятная ситуация. В других территориях это гнойно-септическая патология. И каждый год немножко это меняется. И в этом году тоже, как обычно, мы привезли сюда специалистов, которые говорили о таких наиболее существенных вопросах. Я уже сказала, в отношении выхаживания новорожденных, недоношенных детей, здесь все прекрасно. Еще и санкт-петербуржцы могут поучиться. Вот. А вот общие такие наши медицинские проблемы педиатрические, это инфекции, это грипп, это вакцинопрофилактика, которая у нас хромает во всех территориях. Вот поэтому мы сделали акцент именно на этом. Кроме того, если вы обратили внимание, мы говорили о редких болезнях, об булезном эпидермолизе. У нас активно идет работа с пациентскими организациями, с помощью деткам с такими тяжелейшими заболеваниями. Поэтому мы считаем, что ранняя диагностика, образование врачей, педиатров, тем новым технологиям, которые могут предотвратить инвалидизацию этих детей, это тоже наша очень важная задача, я бы сказала, даже миссия педиатров. Вот таким образом мы строили нашу школу. Мы привезли в этом году Александра Ивановича Конева, который был в определенное время даже главным врачом этой больницы, а потом много лет возглавлял реанимационную службу у нас в нескольких учреждениях Санкт-Петербурга и сейчас руководит
ну так скажем, курирует, он уже не является напрямую руководителем реанимационной службы Федерального национального центра Алмазова. Ну вот такого уровня мы привезли сюда специалистов. Это была лекционная форма или все-таки? Знаете, нет. Мы сейчас ушли от докладов, и я как раз рада, что задали этот вопрос. Речь идет не о докладах, а о мастер-классах, о школах, потому что мы аккредитуем всегда, и мы стремимся к тому, чтобы все получили кредиты, открыли свои портфолио на сайте Координационного совета по непрерывному медицинскому образованию, потому что еще очень наши важные задачи, которые перед нами ставит Министерство здравоохранения, это внедрение новых форм, обучение образования врачей. Поэтому это была свободная дискуссия, это были мастер-классы, это было обсуждение вот таких наиболее животрепещущих вопросов педиатрических.